построить ингушский национальный флаг с солярным знаком. Когда я создавала этот проект, для меня было важно передать наши национальные традиции и культуру ингушского народа. Передала атмосферу традиций и культуры ингушского народа и впечатлила жюри настолько, что из 1500 участников со всей России вошла в тройку лучших. Милана Балоева, студентка колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Сунджи, только вернулась из Москвы. Там она представляла свой проект – въездную стелу города Малгобек. Теперь о своей работе и победе во всероссийском конкурсе делится с однокурсниками. Въезд в свой родной город Милана решила украсить 8-метровой стелой в виде традиционной ингушской башни с солярным знаком и флагом республики на ней. Вот такой вот дизайн я выбрала, потому что, во-первых, я очень сильно люблю свою традиционную ингушскую культуру. Моей целью было, чтобы вот люди из числа моего народа, когда будут видеть этот проект, эту стелу, чтобы они не забывали историю своего народа и свою культуру, и чтобы они вспоминали те времена, как до нас жили наши предки. 16 часов Милана практически не вставала из-за компьютера, когда создавала проект въездной стелы Малгобека и привезла из столицы нашей Родины заслуженное второе место во всероссийском конкурсе «Моя въездная группа». Такие стелы – это визитные карточки населенного пункта с немым приветствием его гостей. Милана Балоева для родного колледжа с ее проектом и победой в конкурсе теперь гордость и путеводная звезда для студентов, которая показала, что все достижения в их творческих руках. Любой город начинается с въездной стелы. И когда въезд в город украшает какой-то объект, и он впоследствии может даже стать архитектурно-исторически даже значимым объектом, значит, архитектор, он достиг своей цели. Это же не просто так вот взяла, там придумала, пусть башенка будет, пусть солярный знак. Туда вложена история. Там архитектура, там желание показать, насколько человек любит город, в котором он живет. В детстве Милана мечтала стать ветеринаром или художником. С 5 лет увлеклась рисованием и самоучкой поступила в колледж. Ее навыки и талант заметили сразу и практически с первых дней перевели учиться на 2-й курс. Сейчас молодой архитектор тоже мечтает. Хотела бы построить огромную базу отдыха на искусственном острове, как в Дубае, и значительно улучшить архитектуру родной республики. Понимает, что первое из разряда фантастики, но второе вполне реально реализовать. Очень часто у нас строят здания конструктивного стиля. То есть я называю это дома-муравейники, потому что вот я очень сильно люблю органическую архитектуру. Ну, например, архитектуру Ллойда Райта. И я думаю, что было бы очень интересно, если бы у нас в республике, например, строили бы дома, как вот в эклектике, например, совмещали современный стиль с элементами нашей национальной культуры. Как, например, в модерне. Дом Ллойда Райта, дом над водопадом. Я считаю, что было бы очень неплохо, если бы вот в таком стиле построили у нас в Ингушетии, ну, например, пусть будет отель. Отель, и если бы там было какая-нибудь, ну, искусственный водоем, например. Рядом немного ингушских национальных башен в миниатюре. На пленарной сессии въездные стелы, символ идентичности и гостеприимства в Москве, где прошло награждение Миланы Балоевой, демонстрировались эти архитектурные сооружения со всей страны. Показали на большом экране и стелу в Сунджи, в проектировании которой в том числе принимали участие студенты этого же колледжа несколько лет назад. Сегодня этот проект украшает подъезд к городу. Как четко подметила Милана, архитектору дана уникальная возможность построить тот идеальный мир, который создает его сердце. Очевидно, что творение сердца этой ингушской студентки в будущем будут радовать глаз как местных жителей, так и гостей республики. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.